А зачем здесь вообще строят? Для чего это? Вот если человек не хочет здесь жить, чем интересен-то этот рынок для наших инвесторов в целом-то? Ну, всего 2000 номеров более или менее нормального уровня класса в настоящий момент находится на территории Абхазии. Вот, то есть, если мы говорим про инвестиции, то я бы, конечно, рассматривал мини какие-то гостиницы, мини-отели. По сути, это тот же самый дом, только зарегистрирован как гостиница. Можно его как бизнес зарегистрировано. То есть, есть и законодательство, которое это позволяет абсолютно открыто для российского инвестора, это сделать. Так, хорошо. Ну что, получается здесь человек с русским паспортом, с российским паспортом, да, может приобрести земельный участок, отстроиться, да, либо дом частный построить, либо гостиницу, при этом хорошо зарабатывать, потому что количество номеров, как я поняла, все-таки ограничено, а количество туристов увеличивается. То есть, если мы говорим про вложения в недвижимость, то они себя гарантированно окупают с такими ценами сейчас за 2,5 года максимум. То есть, что необходимо? Это наш клиент, это должен быть супермиллионер, чтобы вложиться, купить землю, да еще построиться здесь? Хороший вопрос. Да, с какими-то бюджетами можно заходить? От скольки вообще, скажи так? Я не буду, конечно, говорить, почем я себе взял. А вот это интересно. Вот это я вам скажу не на камеру. Хорошо. Да. Вот. А вообще есть такие предложения. Вот, допустим, вчера мы получили предложение гектар земли на 3-й линии от моря. Это чуть дальше километр 200 за 400 тысяч рублей. Гектар земли за 400? Да. Где ж такие цены вообще можно найти в Российской Федерации? В Гудауте. В Гудауте. Да, российской нет, а вот в Гудауте можно. Многие россияне слишком радикально меняют свою жизнь. Да, переезжают в такие страны, как Турция, Дубай, Бали, да, то есть это те страны, которые слишком уж далеко за кордоном. Но мы сегодня приехали. Мы приехали в Абхазию, в солнечную Абхазию. А для чего? Для того, чтобы показать вам возможности инвестирования в эту замечательную страну. Да. Дело в том, что рынок Сочи и рынок вообще в целом России, он очень сильно стагнирует. Даже не то, что стагнирует, он падает даже в цене. И при этом выгодных предложений для инвестирования очень-очень мало. И они уже совершенно неинтересны. Да. Но на фоне России Абхазия наоборот. Она сейчас невероятный потенциал у нее. Дело в том, что как раз таки мы почему сюда обратили внимание на эту страну. Сейчас сюда заходят очень крупные игроки, такие как известные фамилии Дерипаска.